Честное слово, как бы не сглазить. Я вообще-то не суеверный, но боюсь. Сейчас поймете почему и тоже постучите по дереву. А прямо в лаборатории по разработке вакцины по дереву стучит Юлия Онищенко. А как еще? Плевать через плечо и вообще плевать в таком месте нельзя. Там все стерильно. И вот в атмосфере абсолютной стерильности зародилась надежда. Вот она, одна из первых в мире готовых вакцин от коронавируса, созданная нашими учеными. Она двухкомпонентная. Первая доза вводится внутримышечно, и через 21 день вводится вторая. Этого достаточно, чтобы развился полноценный иммунитет. Обычно на создание и внедрение вакцины в клиническую практику уходит около 5 лет. Российские ученые уложились в 2,5 месяца. Уже 2000 доз точно есть. То есть вакцина, поэтому нарабатывается, естественно. Сами изобрели вакцину и проверили ее на себе. Сколько сотрудников уже иммунизировали? Точно не помню, но все сотрудники, которые нам нужны для создания этой вакцины, они защищены. Какие-нибудь осложнения были? Не было никаких осложнений. Однако, признаются, начинали не на голом месте. Несколько лет назад была создана и успешно применялась вакцина от Эболы, позже препарат от МЕРС, атипичной пневмонии. Эти разработки взяли за основу для вакцины от коронавируса. Вакцина, созданная по этой технологии, защищала и людей, и экспериментальных животных со 100% эффективностью. Последнее время, год-полтора тому назад, мы создали вакцину против вируса МЕРСа. Это ближайший родственник COVID-19. Метод производства прививки новый, можно сказать, революционный. Ученые использовали не ослабленный вирус, а всего лишь его кусок. Но, по словам специалистов, это безопасно и очень эффективно. Вакцинируя человека, мы показываем иммунной системе лишь частицу вируса. Как служебные собаки даем понюхать вещь с характерным запахом, Ричард искать. Так и наш иммунитет дальше сам понимает, что именно он должен обнаружить. Иммунные клетки, подобные ищейкам, идут по следам нарушителя. В этом случае задействованы все виды иммунного ответа. Одни защитники, антитела, отвечают за уничтожение врага. Другие Т-лимфоциты стараются его запомнить, чтобы в будущем распознать и сразу убить. Однако хватит ли одной вакцинации на всю жизнь, ученым пока не ясно. Есть ощущение, что он не так быстро мутирует, как тот же вирус гриппа, например. И поэтому, скорее всего, вакцина будет работать, но, опять-таки, это покажет исследование, насколько те фрагменты, которые есть в вакцине, действительно создают стойкий иммунитет против самого вируса. Эффективность препарата ученые собираются проверить на генетически модифицированных мышах. Грызунов уже вывели в Институте биологии гена при участии научного центра «Вектор». Более чувствительными к COVID-19 их сделают 2 человеческих гена. И при этом болезнь у животных будет протекать так же, как и у людей. Мы ожидаем, что с использованием нашей модели можно будет быстро получать достоверные результаты, поскольку в эксперименты можно будет запустить большое число животных. Всего в России 7 центров работают над вакциной от коронавируса. По словам специалистов Института Гамалеи, в конце лета их препарат пройдет клинические испытания на людях, а в промышленных масштабах его планируют выпускать уже осенью. Юлия Онищенко, Павел Романов, Евгений Теренов, Наталья Литовка, Владимир Ольховский, Первый канал.